Компании-участники, многие из которых представлены в Кыргызстане впервые, готовы проявлять себя в таких сферах, как франшизы, продукты питания и напитки, информационные технологии, развитие бизнеса, агротехника, логистика и строительство. К примеру, есть мнение, что у нашей страны в будущем есть неплохие шансы стать хабом для фирм IT-сектора. Заинтересованы корейские инвесторы построить здесь большой IT-университет, который является в Корее лидером по плане обучения информационным технологиям. Он также представлен в Ташкенте, и вот они сейчас ведут переговоры по поводу открытия представительства в Кыргызстане. Скорее всего, это будет в Аше либо Бишкеке. Специализированная выставка – это не только площадка для налаживания контактов с зарубежными партнерами, но и хорошая платформа для начинающих предпринимателей. Эксперты расскажут, как можно выстраивать бизнес в глобальном масштабе, которые хорошо понимают, что одним только ЕАЭС сыт не будешь, и что отечественная продукция, впрочем, так же как и сфера услуг, нуждается в новых рынках сбыта. У нас должны возникать партнерства, которые позволят и кыргызским компаниям находить новые технологии, партнеров, инвестиций, и также для внешних компаний, которые могут найти в наших компаниях партнеров. Поэтому не только с одной стороной, но и со всеми компаниями с других стран мы должны стараться такие связи налаживать. В Кыргызстане есть компании, готовые продвигать отечественные товары наравне с мировыми брендами. Качество продукции отечественных швейников не уступает зарубежным аналогам. При этом раскрученность брендов и узнаваемость оставляет желать лучшего. Сейчас происходит очень интересное время, так как происходит становление франчайзинга в целом. Поэтому это уже вторая выставка, которая проходит по франчайзингу. К сожалению, не так часто она проходит, но я думаю, при поддержке правительства США, непосредственно посольства США, при поддержке бизнес-ассоциаций, которые находятся в Кыргызстане, это будет больше бурно развиваться. А еще гостям мероприятия рассказали, как можно получить у международных доноров кредиты по самым низким процентам. Ведь, как правило, любые начинания нуждаются в стартовом капитале. У нас агротехника, информационные технологии, у нас так много интересных компаний. И я надеюсь, что у нас будет очень много партнерских связей из этого мероприятия. Форум почтили своим вниманием и первые лица государства. Пользуясь случаем, что площадка собрала вокруг себя зарубежные предпринимательские круги, глава правительства рассказал широкой публике о туристическом потенциале Кыргызстана. Поскольку эта отрасль является одним из будущих столпов нашей экономики, премьер воспользовался шансом привлечь к развитию туризма максимальное внимание потенциальных инвесторов. Экономика любой страны не сможет эффективно функционировать без инвестиций. Поэтому важным приоритетом правительства является повышение инвестиционной привлекательности нашей страны, защита частной собственности и устранение всех бюрократических преград. Кыргызстан в поиске новых рынков и инвесторов, и такого рода форумы уже приносят определенные плоды. За последние 3 года около 3000 предпринимателей со всех уголков Кыргызстана представили на различных выставках 700 собственных проектов, а сумма заключенных контрактов между отечественными предпринимателями и зарубежными партнерами исчисляется миллионами долларов. Медарбек Мамбеталиев, Нурмухамед Абдумаджинов, новости Ош Перим.